Необычный музей на колесах рассказывает о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Поезд Победы – это история на расстоянии вытянутой руки. К ней можно прикоснуться, заглянуть в лица героев, пройти вместе с ними испытания войны, а также почувствовать горечь утрат и радость победы. Погружение в историю начинается уже на перроне, где посетителей встречает паровоз, ветеран и 12 вагонов. От начала Великой Отечественной войны и до ее окончания этот временной промежуток отразили в поезде Победы. В ту страшную эпоху погружают всего 7 вагонов. В первом посетители получают инструктаж от волонтеров, и группа из 12 человек начинает путешествие в прошлое. У нас есть всего 4 правила. Первое. Пожалуйста, соблюдайте тишину. Второе. Старайтесь не задерживаться в проходах. Пусть у всех будет возможность ознакомиться с экспозицией. Третье. Если вам захочется разглядеть поближе экспонаты, мы не против. Только будьте аккуратнее. Четвертое. Фотографируйте сколько хотите, но не забывайте выключить вспышку. Второй вагон показывает довоенный период. В нескольких купе люди едут по своим делам. Моряки общаются с соседками, военный летчик проводит время со своей спутницей, а рядом ветеран Первой мировой с ампутированной ногой вспоминает о прошлом. Как и этот офицер, он был летчиком. Но внезапно для всех пришла новость. Началась война. Экскурсия по поезду проходит в наушниках. Здесь звучит описание каждого вагона. Автор пытается передать то, что чувствовали герои этих сюжетов. В гарнитуре слышен шум колес, значит время переходить в следующий вагон, а именно в тот, где показаны первые дни войны. Здесь у нас простая советская семья, а за окном война. Немецкие самолеты уже бомбят. Далее показана Брестская крепость и ее защитники. Кто знает, может, один из этих героев наш Уматгирей Барханоев. Поезд Победы – единственный в мире музей такого рода. Он позволяет полностью погрузиться в тот период. Фоновый звук, декорации, стук колес поезда – все в помощь. Больше всего запоминаются запахи. Ими пропитан весь состав. В каждом он свой. В мирном пахнет цветами, в медицинском лекарствами, в бане веником для парной. Но больше всего эмоций доставляет концлагерь. Сюда вход 12+. Даже после нескольких минут после выхода из музея эмоции не отпускают. Тяжелые воспоминания. Какие потери понесла наша страна, не только людские, наверное, и человеческие. И вот сегодня, как никогда, эти вещи надо показывать нашей молодежи, на этом воспитывать ее. Вот сегодня сказали, такой поезд один в мире. Надо таких поездов в каждый город пускать. И особенно в то время, которое сейчас мы переживаем, что-то как-то подзабыли, кто принес свободу в Европу, что 30 миллионов погибло мирных и военных жителей Советского Союза. И поляки забыли, что 6 миллионов погибло, 6 миллионов евреев. За одно взятие Берлина погибло 100 тысяч советских воинов. 100 тысяч. Представляете, какие людские потери? Поэтому это очень нужная вещь. Забывать это нельзя, особенно накануне празднования 9 мая. Как можно больше надо показывать это, какой ценой была достигнута эта победа, когда сегодня все снивелировали, переписывают историю. Так и хочется сказать, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. У каждого вагона своя тематика, едино лишь одно – голос в наушниках, который ведет экскурсию. Это Лидия, которая была машинистом поезда. Она делится своими воспоминаниями о войне. И это не придуманный персонаж, а прототип Елены Чухнюк. Она была старшим машинистом паровозной колонны в годы войны. Поезд Победы приводит у меня незабываемое впечатление. В таком поезде я первый раз, как говорится, поезд на колесах. Музей на колесах. Я думаю, что нам посчастливилось прийти и посмотреть этот музей на колесах. И это мероприятие произвело мне незабываемое впечатление. Большинство атрибутов настоящие. Одежда, оружие, техника, медицинские инструменты – все это предметы из прошлого. Трогать экспонаты можно, но выносить нельзя. Вот главное правило музея. Здесь более 80 видеопроекторов, 18 видеостен, около 140 различных экранов. Совмещение ноу-хау и старины дает свой эффект. В вагонах, где показаны военные действия, даже стены дрожат. Все приближено к реальности. Очень впечатляюще, на самом деле, захватывающе.
В некоторые моменты даже показалось, что я на самом деле нахожусь на войне. И было страшно. Ну, и истории очень познавательные. Можно было дополнительную историю почитать. Получилось погрузиться в то время? Конечно. Поезд остановился в Ингушетии на 2 дня. К середине второго его посетили около 1500 человек. Здесь дежурили медики на тот случай, если кому-то понадобится помощь. И такие случаи были. Уж больно все реалистично. Помогают организаторам и волонтеры. Их здесь около 100. Волонтеры занимают неотъемлемую часть данного мероприятия. Это сбор группы, это сопровождение, это регистрация, это заполнение анкетов. Все оргработу ведет волонтеры. Поезд Победы создан в рамках празднования 75-летия Великой Победы. Он колесит по своему маршруту с 2020 года. Ингушетия – 85-й регион, куда музей на колесах прибыл и представил посетителям свою военную выставку. Муслим Ганиев, Мухаммед Билакиев. Новости 24.